Сумма алям, затем знай, аннаху ла яджузу лирраджли, что не дозволяется мужчине аш-шуруу фил вудуи, приступать к совершению малого омовения, хатта ятмаинна кальбуху, пока в его сердце не появится успокоение, безавали рашхиль баули, из-за ухода следов капель мочи. Пока он не убедится в том, что у него в половом органе не осталось остатков мочи, и после совершения омовения ничего оттуда не выйдет. وذلك المعني الاستبراء. Смыслом этого является истибра, аль-лазим лир-раджуль, который является обязательным для мужчин. То есть истибра – это очищаться от остатков мочи, которая осталась у мужчины в половом органе. Он является обязательным мужчине, ляль-мар'ати, но не женщине. وأما الاستنجاء المطلوب منهما. А что касается истинджа, то есть очищения от следов наджасы, которая осталась после справления нужды, минхума джами'ан, которая требуется от них обоих, и от мужчины, и от женщины, фахуа суннатун муаккадатун, то это суннат муаккад, важная и настоятельная сунна. Иза лям ятаджавазил наджасу аль-махраджа. Это в том случае, когда наджас не перешел границы махраджа, места своего выхода. Валяу заидун аля кадри дирхами, даже если он в этом случае будет превышать размер дирхама. Это где-то около размера 5-рублевой монеты. И истинджа является сунной лимувазабатин наби саллаллаху алейхи вассалям алейхи, из-за того, что пророк саллаллаху алейхи вассалям постоянствовал в истинджа фи галибиль аукат, в большинстве случаев. Валь афдалу фи кулли заман, и всегда в любое время более желательным, более вознаграждаемым методом для истинджа является аль-джаму байна аль-масхи биль-хаджар аль-мунакки. Это объединять между протиранием камнем, который является мунакки, то есть шершавый, который способен удалить наджас, но не размазывать его. Ванахуху, или же подобной вещью, то есть другим предметом, который может выполнять ту же функцию. Вабайн аль-гасли бильма и ба'даху, и объединить между мытьем водой после протирания. То есть наиболее лучший метод является сперва применить камни для протирания, а после этого смыть все это водой. Хатта танкати'а ар-раихатуль карихату, до тех пор, пока не прекратится неприятный запах. Ва яджузуль ихтисару, также дозволяется ограничиться аля ахадихима, на одном из этих двух способов, то есть сделать истинджа только исключительно протиранием, или же только мытьем водой. Ва инкан аль-мау афдаль, хотя в этом случае подмывание водой является более достойным. Мин аль-хаджари масалян, как, например, протирание камнями. Таким образом, для истинджа есть 3 метода. Первый из них и самый вознаграждаемый – это совершить протирание камнем или же другой вещью, а после этого помыть водой. Второй по вознаграждению способ – это пользоваться только водой. И третий, тоже вознаграждаемый способ, но уступающий первым 2 предыдущим, это протирание камнями или же другим предметом. Ванудиба антакун аль-ахджару саласатан. Желательно, чтобы количество камней доходило до 3. Ин хасал аль-инкау, если очищение получалось бидуниха, меньшим количеством камней. Ва иллям яхсуль аль-инкау бидуниха, если же очищение не достигается меньшим количеством камней, меньше чем 3, валя биха, и не достигается именно этим количеством, 3 камнями тоже не получилось очищение, юзаду алейха, то добавляют количество, то есть количество протираний и количество камушков. Но желательно в любом случае соблюдать нечетность. Ва кайфиятуль истинджаи, способ совершения истинджа, ан ядлюк аль-махалля, чтобы место, которое требуется очистить, чтобы человек протирал это место бильма и водой,
бибатни исбаин, внутренней частью одного пальца. Ау исбаайни, или же двумя пальцами, филь ибтидаи, в начале очищения. То есть в начале, когда он приступил к очищению, нужно начинать это делать одним или же двумя пальцами. И чтобы эти пальцы были намочены водой. Ау бисаласин, или же тремя, инихтаджа иляйха фиги, если он нуждается в трех пальцах, фиги, в этом очищении. Ва юсиду ар-раджулю, и мужчина при совершении истинджа поднимает исба'ахуль вуста, свой средний палец, аля гайриха, над остальными пальцами, калилян, немножко. Фи ибтида'иль истинджаи, то есть в самом начале истинджа, в самом начале очищения. Сумма, затем юсиду бинсараху, затем поднимает безымянный палец. Сумма хинсараху, затем мизинец. Сумма сабабата, затем поднимает и указательный палец, и нихтаджа, если он в этом нуждается. Валя яхтасиру, и нельзя ограничиваться аля исба'ин вахидин факат, только на одном пальце, то есть весь истинджа от начала до конца произвести только одним пальцем не допускается. Вальмар'ату, женщина, тусиду, поднимает бинсараха, безымянный палец, ва аусата асаби'аха, и средний палец, ма'ан, вместе, ибтидаан, с самого начала. То есть женщина, начиная истинджа, начиная очищение, сразу в начале поднимает вместе оба пальца, и средний, и безымянный. Она делает это хашьята хусули ляззати, боясь получить наслаждение, если она будет пользоваться только одним пальцем. Ваюбалигуль мустанджи, и также нужно проявлять человеку, который совершает истинджа, который занят очищением, ему нужно проявить чрезмерность. Фи ирха иль макаадати, расслабляя свое седалище. Иллям якун саиман, если он не будет постящимся. Если он постится, ему нужно избегать этого, потому что в этом случае вода может попасть внутрь и нарушить его пост. Файза фарага минху, когда человек завершает истинджа, завершает очищение, нашафа макаадатаху, желательно ему высушивать свое седалище кабля аль-киями, до того, как стать саиман кана ау гайра саимин. Будет он постящимся или же не постящимся. Для этого ему нужно либо вытереть чем-нибудь, либо подождать некоторое время, пока это место у него не высохнет. Валя яджузу лаху, также ему не дозволяется кашфуль аурати лиль истинджаи, открывать свой аурат для совершения истинджа, для очищения, для хурматихи, из-за того, что обнажение аурата является харамом. Это имеется в виду в том случае, если есть рядом человек, который может видеть его аурат. Фаля яртакибуху ли икамати суннати. Поэтому человек не должен совершать харам, чтобы достигнуть сунната. То есть в данном случае обнажение аурата является харамом, а совершение истинджа является сунной, желательным действием. Поэтому для того, чтобы выполнить суннат, для того, чтобы выполнить истинджа, не нужно из-за этого открывать аурат, не нужно совершать харам. То есть в этом случае лучше оставить сунну для того, чтобы не выполнять харам. Ваяхталю, желательно переместиться, поменять свое место, ли изаляти наджаси, для того, чтобы удалить наджас, мин гайри кашфин, не открывая аурат, индаман яраху, возле того, кто его видит. Когда человек справлял нужду на открытой местности, и в этом случае для совершения истинджа ему нужно поменять место, потому что во время подмывания наджас, брызги наджаса могут попадать на его тело и одежду. Ваинна аджаза, если он не в силах этого, если он не в силах перейти на другое место, таракаху, в этом случае нужно оставить истинджа. Ваюкрахуль истинджау, нежелательно производить истинджа, очищение, биазмин, костью, вараусин, или же навозом. Лианнахума, потому что кость и навоз, кизяк, заадуль джинни, является пропитанием джиннов.
Кама фил хадис, как об этом сказано в хадисе. Вабитаамин ли адамиин. Также нежелательно делать истинджа едой человека. Ау бахиматин, или же едой животных. Вабильядиль юмна. Также нежелательно это делать правой рукой. Илля мин узрин биль юсра. Кроме тех случаев, когда есть уважительная причина, которая не позволяет пользоваться левой рукой. Ваядхулул халаа. Желательно входить в туалет, в отхожее место, бириджлихуль юсра ибтидаан. С левой ноги. Муста'изан билляхи минаш шайтанир раджим. Произнося при этом а'узу билляхи минаш шайтанир раджим. Кабля духулихи, перед тем, как зайти в туалет. Ва кабля кашфи ауратихи, и до того, как обнажить свой аурат, если это происходит на открытой местности. Ва юкаддиму ат-тасмията хуна алейхи. И здесь, именно в этом случае, произнесение бисмиллях опережает над произнесением истиазы. Фаякулю, и поэтому говорит следующим образом. Бисмилляхи а'узу билляхи минал хабаси вал хабаиси ваш шайтан. Ваяджлису, желательно сесть му'тамидан аля ясарихи, опираясь на левую сторону, то есть перенеся вес своего тела на левую сторону. Ваюасси'у фима байна риджляйхи. Также следует расставить ноги шире. Валя ятакалляму, и нежелательно, не следует разговаривать во время справления нужды, илля ли даруратин, кроме как по необходимости, без крайней нужды. Ваюкраху тахриман, является нежелательным, карахату тахрим, ваюкраху тахриман, является нежелательным, близким к недозволенному, к запретному, истикбалю ль-киблати, поворачиваться в сторону кибла, в сторону Каабы, бильфарджи, половым органом, то есть лицом. Вастидбаруха, также поворачиваться спиной к Каабе во время справления нужды. Валяу филь буньян, даже если человек справляет нужду внутри помещения, внутри постройки. Вастикбалю айни шамс вал камари. Также является нежелательным поворачиваться лицом в сторону солнца или луны во время справления нужды. Ля истидбаругума, но не является порицательным поворачиваться спиной к солнцу и к луне во время справления нужды. Ваинкана филь бинаи, если же человек справляет нужду внутри строения, ля юкраху истикбалюгума, в этом случае обращение к солнцу и луне лицом не будет порицательным. Каль истидбар, как это не было порицательным, если человек поворачивался к ним спиной. Ваюкраху, также нежелательно истихбалю махаббар-рихи, поворачиваться лицом во время справления нужды напротив ветра. Ляаудихи бихи, потому что этот наджаз будет возвращаться к нему. Фаюнаджисуху, и будет его пачкать. Ва ан ябуля, также нежелательно мочиться, ау ятагаввата, или же испражняться фильма и в воду. Валяу джариан, даже если эта вода была текучей. Вабикурби би'рин, также нежелательно справлять нужду вблизи колодца. Ау нахрин, или же реки. Ау хаудин, или же любого водоема. Ва мусалла айдин, также вблизи места, отведенного для совершения праздничного намаза. То есть в тех случаях, когда число желающих принять участие в праздничном намазе бывает очень большим, и все они не могут поместиться в мечети, для этих случаев отводят специальное место, готовят его, чтобы все могли поместиться и совершить праздничный намаз. И возле этого места, вблизи от него, нежелательно справлять свою нужду. Вабайнат даваб, также нежелательно это делать, находясь среди верховых животных, потому что они могут лечь, испачкаться, а людям потом придется на них садиться верхом. Вафиз зилли, также нежелательно справлять нужду в тени, аллази юджлясу фихи, в котором
обычно сидят люди и пользуются этой тенью. Вафиль джухри, также нежелательно справлять нужду в отверстии и щели, или же в норы. Ли-изаяти ма-фихи, потому что то, что в них обитает, может нанести вред этому человеку. Ват-тарики, также нежелательно это делать на дороге, валь-макбарати, и на кладбище. Ватахта шаджаратин мусмиратин, и под плодоносящим деревом. Ли-итляфи самари, потому что плоды с дерева могут упасть на этот наджас и прийти в негодность. Ваюкрахуль баулю каиман, также нежелательно мочиться стоя, литанаджусихи галибан, потому что в большинстве случаев человек таким образом испачкает самого себя. Илля мин узрин, кроме тех случаев, когда у человека есть уважительная причина. Каваджаин бисульбихи, как, например, боли в спине, боли в позвоночнике. Ва ан ядхуля фихи, также нежелательно входить в туалет, ва ма'аху шай'ун, когда вместе с ним есть что-либо, мактубун фихи исмуллахи та'аля, на котором написано имя Всевышнего Аллаха, ау Кур'анун, или же написано что-то из Кур'ана. Иллям якун мастуран, если эти надписи не были прикрыты чем-либо. Фа ин кана фи джайбихи, если же эти надписи находятся у него в кармане, фаля ба'са бихи, то в этом нет вреда. То есть в тех случаях, когда подобная надпись находится в кармане, и он заходит в туалет, то ему за это не будет греха, не будет в этом порицания, но если он не будет поступать таким образом, то это будет лучше. وَنَهَا عَنْ كَشْفِ عَوْرَتِهِ قَائِمًا, также запрещается обнажать свой аурат стоя. То есть начать снимать одежду нужно только после того, как человек сядет для справления нужды. وَعَنْ ذِكْرِ اللَّهِ فِيهِ, также запрещается заниматься поминанием Аллаха фиги во время справления нужды. То есть не делать этого вслух языком. Фаля яхмаду, также нежелательно говорить альхамдулиллах иза атаса, когда человек, справляющий нужду, чихнет. Валя юшаммиту атисан, также если человек, справляющий нужду, услышал, как кто-то чихнул и сказал альхамдулиллах, то ему нельзя сказать в адрес этого человека ярхамукаллах. Валя ярудду саламан, также если его поприветствовали, ему нельзя отвечать на салам, на приветствие другого человека. Валя юджибу муаззинан, также ему нельзя повторять слова азана вслед за муаззином. Валя янзуру иля ауратихи, также ему нельзя смотреть на свой аурат. Валя иля хариджи минху, также не следует ему смотреть на то, что выходит из его тела, на наджас. Валя ябсуку, также чтобы он не плевался, валя ятахаммату, и не высмаркивался при справлении нужды. Валя юксируль ильтифата, и чтобы слишком часто не крутил головой по сторонам. Валя я'баса бибаданихи, также чтобы не игрался со своим телом. Валя ярфу'у басараху, чтобы не поднимал свой взор иля сама и на небо. Валя ютилюль джулуса, и чтобы долго не засиживался в туалете сверх того, что ему необходимо. Ля-аннаху, потому что долгое пребывание в туалете юрисуль басура приводит к геморрою. Ваяхруджу миналь халяи, желательно выходить из туалета с отхожего места бириджлихи люмна, с правой ноги. Сумма якуль, желательно после выхода сказать альхамдулиллахи лази азхаба анни л-аза ва афани.